Задача по зубам. Добрый день, Платон Капитонович. Привет, Маш, куда ты спешишь? Нет, просто думала погулять. А мы с Ваней новую квантовую печь испытывали, шоколадные печенья сделали. Я вот только на полчаса по делам отлучался. Заходи, вместе чай попьем. Печеньки — это здорово. Что-то Вани не слышно. Печеньки, кажется, кончились. Даже рот после еды не прополоскал. Вечером почистить зубы, что такого? Предлагаю увидеть все своими глазами. Здесь прямо лес какой-то. Это просто язык. Видишь, поверхность языка покрыта крохотными ворсинками, при помощи которых мы различаем вкус и температуру еды во рту. А это что за шарики и палочки? Это бактерии. Во рту человека содержатся миллиарды бактерий. Если человек один день не почистит зубы, то бактерий во рту станет больше, чем людей на всей планете. Особенно много их скапливается на языке, поэтому его надо чистить утром и вечером. Всегда говорили, что надо чистить зубы. Ну что, и язык надо чистить? Такого я не слышала. Для очистки языка в аптеках можно приобрести специальный скребок. Им просто нужно несколько раз провести от основания языка к его кончику, промывая скребок теплой водой, и после этого прополоскать рот. Вот мы и на зубе. А что это за кирпичи такие? Это эмалевые призмы. Из них состоит эмаль зуба. На зубах тоже есть эмаль? Я думала, что эмаль бывает только на кастрюлях там разных. Зубная эмаль – это самая твердая ткань нашего организма, сравнима по твердости со сталью. У нас в организме есть такие клетки, как сталь? Эмаль не содержит клеток и поэтому не способна к регенерации, то есть не восстанавливается при повреждении. И здесь есть одна очень вредная бактерия, которая живет на зубах и способна их повреждать. Стрептококк изменчивый. Стрептококк? Именно. А вот, Маша, кто живет на грязных зубах. Да уж, симпатичные крошки. Они основная причина кариеса, повреждения зубов. А я слышала, что зубы портятся, если ешь много сладкого. Верно. Эти бактерии очень любят сладкое. Аня тоже любит сахар и вообще все сладкое. Питаясь сахарами, эти бактерии выделяют кислоту. Аккуратно, не подходи к ним близко. Ой, что это? Кажется, все в порядке, только подошву немного задело. Как я и сказал, поедая сладкое, они выделяют кислоту. Эта кислота разъедает зубную эмаль, постепенно разрушая зубы. Готова к дальнейшему исследованию? Да. Как здесь много этих бактерий. А это что такое? Маша, где ты? Ой, где я? Помогите! Ой!
думала, что в зубах живут светлячки. Кажется, у Поляруса появилось второе имя — Светлячок. Маша, все в порядке? Не ударилась? Все в порядке, просто сильно испугалась. Это какая-то пещера с монстрами. Это скрытый кариес. Кариес — это поражение твердых тканей, которое начинается с разрушения эмали. Невооруженным глазом он практически невидим. Обычно бактерии, проделав небольшое отверстие в эмали, пробираются вовнутрь зуба и начинают там его разрушать. Человек не замечает, как разрушается зуб изнутри, пока поражение не дойдет до нервов и зуб не начнет болеть. А что надо делать? И как этого избежать? Если не предпринимать никаких мер, кариес будет распространяться и может погибнуть весь зуб. На зубе может быть маленькая точка, а под ней уже большая дырка. Поэтому необходимо регулярно делать осмотр зубов у врача-стоматолога. Ведь если обнаружить кариес на ранней стадии, то зуб не надо будет сверлить, и можно ограничиться лишь специальной очисткой зуба. Что же нам делать? Как помочь Ване? После любого приема пищи надо полоскать рот. Попробуем передать это Ване с помощью радара. Ваня, прополощи рот. Мне надо прополоскать рот. Включаем квантовые присоски, чтобы нас не смыло водой. Другое дело. Остатки печенек смыло. Печенье убрали. Ну а видишь, сколько у Вани налета на зубах? Если мы не убрали с зубов остатки пищи, то через несколько часов начинает появляться налет. Он достаточно плотный, поэтому простым полосканием его не смыть. Налет — это образующееся на зубах скопление бактерий в виде пленки. Внутри нее бактерии также живут и выделяют кислоту, разрушающую эмаль. А этот налет видно на зубах? Не всегда. Часто налет на зубах не заметен. И что с ним делать? Счищать зубной щеткой. Ваня, возьми новую щетку с полки и почисть зубы. Держать зубную щетку нужно так же, как мы держим ручку или карандаш, когда пишем. Чистить надо выметающими движениями от дальних зубов, постепенно переходя к передним. Движения щетки во рту всегда должны быть направлены от десны к поверхности зуба, а не поперек. Чистка поперек оси зубов приводит к механическому повреждению эмали. Также не следует нажимать на щетку слишком сильно. А жевательные поверхности боковых зубов вычищаются движениями вперед-назад. Чистить зубы нужно 2 раза в день, уделяя этому каждый раз не менее 2 минут. Это по 30 секунд на каждую половину верхней и нижней челюсти. Не так уж и много. Какие белые зубы стали. Ага, любитель печенек. Налет удалили, но не все так хорошо. Посмотри сюда. У Вани на зубах образовалось много зубного камня. Надо еще раз почистить зубы? Щетка его уже не очистит. Зубной налет минерализуется и со временем превращается в зубной камень. А так как бактерии являются анаэробными, то есть они не нуждаются в кислороде, то они живут в толще этого камня. Очистить зубы от такого налета можно будет теперь только у стоматолога. Поэтому очень важно чистить зубы утром и вечером, не давая нарастать налету и распространяться бактериям. А где Полярус?
Платон Капитонович. Вы что, у меня внутри были? Мы хотели проверить, куда делись все печеньки. Я бы вам и так сказал. Мы решали задачу по зубам. Какую задачу? По каким зубам? По твоим, Ванечка. У тебя такая дырка в зубе, а в ней такие монстры поселились. Какие еще монстры? Откуда им там взяться? Из печенья, что ли? Они такие, вот они, смотри. Ого! Кстати, Ваня, я созвонился с твоими родителями, и они записали тебя к стоматологу. Через час он ждет тебя. Да я потом как-нибудь схожу. Пойдем вместе, провожу тебя. Вместе не страшно. Да мне и не страшно. Такие дела лучше не откладывать. Пойдем, пойдем. Надо заботиться о своих зубках.